Творческая интеллигенция, почитатели таланта и, конечно, родные и близкие. Ингушетия отмечает юбилей выдающегося романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Поговорить о роли и месте знаменитого произведения в культурной жизни республики в нас в библиотеке собрались как начинающие, так и опытные мастера художественного слова, учителя ингушского языка и литературы, студенты и школьники. В числе гостей был и мой коллега Абуизит Лалухоев. У этого романа удивительная судьба, и не только потому, что «Из тьмы веков» стал любимым произведением нескольких поколений ингушей, а еще потому, что в произведении отражена судьба народа, его герои учили мужеству, добру и верности. Поговорить о роли и месте знаменитого произведения в духовной жизни Ингушетии здесь собрались начинающие и опытные мастера художественного слова, учителя ингушского языка и литературы, студенты и школьники. В этом году исполняется 50 лет со дня выхода в свет романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Это один из лучших романов не только в нашей ингушской литературе, но и во всем Северном Кавказе. Его можно поставить в ряд лучших произведений. Со дня выхода в свет романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков» прошло полвека. Исследованием этого произведения занимаются известные литераторы, историки, этнографы. К юбилейной дате была издана книга Лилии Харсиевой «Специфика ингушской культуры». В моих руках книга «Специфика ингушской культуры». Это исследовательский материал по роману Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Здесь исследуются духовно-нравственные традиции по эстетическим категориям. Это прекрасное, героическое, трагическое, комическое, ну и так далее. И, конечно же, категория священная, потому что здесь, в этом романе, у нас идет освещается переход с языческой идеологии в религию ислам. Книга эта не энциклопедия жизни ингушского народа за минувшие столетия. В ней пойдет речь о становлении личности, о борьбе характеров в условиях значительных исторических событий, о людях, создававших эту историю. С этих строк автора начинается предисловие к роману. Идрис Базоркин писал, беспредельно обнажая душу перед читателем, как бы исповедуясь перед ним, говоря о наболевшем, о том, что уже не в силах был нести в себе, о страшном периоде лжи и унижения народа, и его от непростых отношений с властью. То мы каждый год стараемся отмечать такие круглые даты. В этом году мы еще с начала года начали отмечать юбилей романа «Из тьмы веков». Сложно сказать что-то новое о произведении, признанном классикой национальной литературы. Остается лишь пожелать ознакомиться с ним тем, кто еще не читал. Абуизит Лалухоев, Андор Чакиев, Дени Тимурзиев, Вести Ингушетия.